слушаете программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально. Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш политолог Владимир Савичев. Я вас приветствую. Добрый день. Можно к нашему эфиру, как обычно, присоединяться с помощью СМС-сообщений номер +7 927 304 10 51. Нам тут пишут СМС-сообщения, и в то время, пока у нас нет региональных эфиров, и просят организовать серию интервью в рамках встреч с избирателями, серию интервью депутатов Госдумы. Я вас прошу, во-первых, подписываться, а во-вторых, немного уточнить, пока я не очень понимаю вашу идею. Если у вас есть вопросы по тем темам, которые мы будем обсуждать сегодня с политологом Владимиром Савичевым, то, пожалуйста, пишите их. Еще раз номер +7 927 304 10 51. И, как обычно, у нас прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. Сегодня состоялось очередное оперативное совещание в мэрии города, уже традиционное, ставшее совещанием, которое проводится по утрам вторников. Ирик Елалов ярко на нем выступил, уже привычно ярко. Я, по крайней мере, это так оцениваю. И сказал по поводу прошедшего в Уфе митинга, состоявшегося 16 сентября, что он, по его мнению, прошел без эксцессов. И также сказал по поводу учителей башкирского языка. И я прямо сейчас вам цитату зачитаю, чтобы вы смогли ее прокомментировать. Секунду, у меня загрузится. «Ни один педагог не должен быть ущемлен, уволен и потерять денежное содержание». И далее у нас 456 учителей родных языков, и я на широкую аудиторию говорю, мы их в обиду не дадим, все они будут защищены администрацией города. Вы представляете вообще, почему вдруг Елалов сейчас решил высказаться по этому поводу? Казалось бы, уже сентябрь, уже конец сентября, уже в разгаре учебный год. И вам представляется, как это на практике будет работать? Вот то, о чем он заявил сегодня утром. Как это будет работать на практике, это, наверное, надо Гурану больше такие вопросы задавать. Да, понятно, но вот они как-то нам особо не расшифровывают, а нам с вами они надо сами не гадать. знают, потому что получилось так, что вся вот эта вот пертурбация с преподаванием языков, она началась в августе. Соответственно, к этому, так скажем, готовы не были, потому что это будет все так целенаправленно прокуратурой продвигаться. Подождите, не в августе, да гораздо раньше все это началось. Сообщения о прокурорских проверках появились гораздо раньше. И раньше были прокурорские проверки, но чтобы вот это не останавливалось просто на неких предписаниях и так далее, а стало носить обязательный массовый характер, это вот проявилось в августе. То есть вы хотите сказать, что никто не ожидал, что будет прям какое-то указание, как поступать с башкирским языком? Тут же вопрос не только... Это у нас башкирский язык, а в других регионах там свои языки государственные. Здесь вот вся ситуация, она, так скажем, очень наглядно показывает не очень эффективное применение новых методов при оценке межнациональной, межконфессиональной ситуации в стране. Потому что сейчас вот ФАДН такую инновационную методику с прошлого года попыталась запустить как предупреждение о таких рисках формирования межнациональной напряженности, и они это сделали на базе публикации в социальных сетях. Соответственно, там, где много начинают говорить о какой-то проблеме, это обозначается как потенциальная точка напряженности, и, значит, там надо принимать решение. Ущербность вот этой системы заключается в том, что теперь оценивается не реальная проблема, а оценивается децибелы ее произношения. То есть выхлоп. То есть если кто-то целенаправленно начинает раскручивать какую-то проблему, неважно, что она, допустим, не затрагивает большинство, просто они начинают громко кричать, надрывно, то сразу срабатывает сигнальная лампочка, что вот об этом очень много говорят, вот это вот действительно проблема, она ярко проявилась, давайте будем принимать какие-то решения. Вот, на мой взгляд, точно так же получилось по языкам.
То есть есть определенная небольшая группа людей, которая очень громко говорит о том, как это плохо изучать не свой язык, и вообще зачем нам изучать какие-то примитивные языки. Вот у нас тут есть те языки, которые мы уважаем, а все остальные нам не нужны. Почему вы думаете, что это небольшая группа людей? А потому что, давайте посмотрим статистику, сколько у нас отказалось, вот, откровенно отказалось от башкирского языка. 8%. То есть это Но небольшая группа. согласилось только 73. Что значит «только»? Это, между прочим, не просто квалифицированное, а конституционное большинство, даже более того. И вот когда 73% не видело в этом проблемы, а эту проблему на ровном месте стали раскручивать, вот это и вызывает сегодня вот такие эксцессы, и это вызывает конечно, сегодня мы сейчас такое берем бурление. идеальные условия того, что никого не заставляли писать никакие заявления, не ставили их Я могу так безвыходное сказать, положение. у моего ребенка очень такая грамотная, классная руководитель, она нас собрала в конце августа, сказала, вот знаете, вот такая ситуация. Я давно работаю, я вам могу по своему опыту сказать, что вот надо так. И, в принципе, родители согласились с ее аргументами, и у нас никаких конфликтов, никаких проблем в классе не было. Угу. То есть, как вот снизили до минимального уровня преподавания башкирского языка, все с этим согласились. Никто не написал отказную, никто там не стал в принципиальную позу, что я не буду изучать. Хотя, в общем, класс очень многонациональный. Там даже ребенок, этнический вьетнамец есть в классе. Угу. Все очень спокойно, адекватно к этому отнеслись. То есть вот то, что сейчас происходит, дискуссия по поводу изучения государственного языка, это только в Башкортостане или не Нет, только в Башкортостане? Нет, это везде происходит. Если это происходит везде, почему вы говорите, что это некое искусственно созданное, если мы видим, что это происходит в разных национальных республиках? Потому что была дана единая команда, соответственно, эта единая команда и исполняется. Кем была дана? На совещании правительства, президентом было обозначено, что да, надо привести. Послушайте, сообщения о прокурорских проверках появились за несколько месяцев до обращения президента в Йошкар-Оле. А дело в том, что Может быть, надо некоторые было СМИ не обращали на это внимания, но они были. Надо было проверить, насколько вот эти вот сообщения, они имеют под собой реальную почву. Да было постановление прокурора, было предписание в адрес главы республики. Еще в мае, насколько я помню, оно было выписано об устранении нарушений. А президент сказал совсем недавно. Нарушение в данном случае здесь в чем? В навязывании башкирского языка в школах. Что значит навязывание? Навязывание – это когда родителям не объясняли, что они имеют право написать заявление о том, чтобы их дети не изучали башкирский язык. Вопрос на самом деле очень спорный. Если мы говорим что по Конституции у нас равенство государственных языков, то если один государственный язык, мы по нему сдаем ЕГЭ, он, по сути дела, обязательный, никто не спрашивает, будете вы, не будете на русском языке изучать. Это, в общем-то, мы тоже формально пишем, что да, чтобы мой ребенок изучал на русском языке такие-то предметы. Но все понимают, что пишется формально. Почему формально? Подождите, во-первых, есть локальные какие-то нормативные акты. Во-вторых, у каждой школы принимает учебный план. Это все министр образования объясняла. У нас в федеральном законодательстве четко записано, что русский язык, он преподается в рамках федерального стандарта. То есть это федеральный стандарт, это не по выбору, это основа. Второе, если вы не будете изучать русский язык и не будете сдавать ЕГЭ по русскому языку, то куда вы поступите без обязательных ЕГЭ? Русский у нас входит в состав обязательного ЕГЭ, не по выбору. Русский – это основной язык общения народов, которые проживают на территории Российской Федерации. А кто же отрицает это дело? Никто же не отрицает. Так. Но в Конституции записано равенство государственных языков. И поэтому, если равенство государственных языков, то, допустим, как в Татарстане не сделали, они сделали свой тоже стандарт по изучению татарского языка. И, в принципе, они опираются на федеральную конституцию в этом вопросе. Только они юридическую базу под это подвели более основательно. Вы считаете, что ЕГЭ на башкирском, например, нужно сделать? Я не считаю, что надо сделать ЕГЭ на башкирском, потому что ЕГЭ – это все-таки вообще федеральная вещь, потому что, сдавая ЕГЭ, вы можете поступать в любой вуз страны. В любой. Если будет ЕГЭ по башкирскому, возникает вопрос, а для чего это ЕГЭ нужно при поступлении в какие-то другие вузы? У нас факультетов, где идет преподавание на башкирском языке, очень немного, мягко говоря. Поэтому здесь, наверное, это был бы перебор. Угу. Но при том, что башкирский язык как государственный должен иметь такой же формальный статус, чтобы у нас конституционные принципы полностью соблюдались, в этом я убежден.
Давайте... Да, там может быть количество там, часов, может быть поменьше и так далее, в зависимости от того, насколько там распространен, не распространен. Но здесь ведь вопрос в взаимном уважении прежде всего. То есть вот основная мотивация тех, кто громко кричит, что башкирский язык не нужен, в том, что «а зачем мне этот язык нужен?» То есть это мотивация неуважения к языку и к носителю этого языка. Вот это страшно. Подождите, при чем здесь неуважение к носителям языка? От того, что я говорю, что я не хочу изучать какой-то язык, это не значит, что я не уважаю эту нацию. Я присутствую в очень разных ситуациях. Там, допустим, даже приезжаю, вот буквально на днях был в Абзелиловском районе, где практически все говорят на башкирском. Брузлянский, Абзелиловский район, там практически 100% говорят на башкирском, даже русские говорят на башкирском. Но если ты приехал, вот я приезжаю из Уфы, и они знают, что да, в Уфе я башкирский не знаю. Все со мной говорят на русском языке. То есть это элемент уважения. Он должен быть и обратным, этот элемент уважения. Только в этом случае мы можем говорить о гармоничных межнациональных отношениях. Они базируются на уважении. Будет уважение, все будет. Нет, подождите. Но русский язык – это язык, и все-таки я вернусь к тому, что это язык, на котором говорят в разных регионах России. Ты приедешь в любой регион России, ты сможешь изъясниться по-русски, и тебя, скорее всего, поймут. Да, где-то разные акценты, диалекты и прочее, но это язык, которому нас учат с детства. Телевидение у нас на русском языке, да, безусловно, первый канал, второй канал и так далее. То есть есть, например, например, я приезжаю в Башкирию, мои дети идут в башкирскую школу, они должны учить башкирский. Я приезжаю в Чувашию, мои дети должны учить чувашский, чтобы все говорили, что они уважают чуваши, никто не вздумал сказать, что они их не уважают. Так вы это видите? Мы же все-таки не в другое государство приезжаем. Мы приезжаем в другой регион. Мы приезжаем в наше государство, которое называется Российская Федерация. То есть это государство, где объединены народы с разными историческими судьбами, с разными языками, с разными конфессиями. И поэтому всех в прокурорскую ложь закладывать, что вот ты должен быть стандартизирован, но здесь не получится. Здесь ни по природным климатическим условиям не получится, ни по историческим, ни по конфессиональным. В каждом регионе есть своя специфика. Более того, у нас приезжаешь в район, и в одной деревне один менталитет, одни там доминирующие ценности, а рядышком деревня там другие немножко. Давайте вернемся. То есть у нас люди очень разные. И вот это различие не надо пытаться унифицировать. Это на самом деле не очень... Тут наши радиослушатели просят напомнить вам, что до 2006 года башкирский язык не был обязательным, и никто не тяготился этим и не обижался. Дело в том, что у нас на разных этапах по-разному было преподавание. Вот если мы посмотрим в 30-х годах, допустим, почему у нас на Западе, в западных районах сегодня даже те башкиры, которые имеют ШЖР, а ШЖР имеют только башкиры, они разговаривают на языке, который, по сути, татарский. Потому что в 30-х годах, когда пошла государственная политика ликвидации неграмотности, башкирских учебников практически не было, а татарские уже были. Они были разработаны гораздо раньше, они еще до революции были разработаны. И поэтому, раз указание пошло из Москвы, обязательно изучать. На каком языке объяснять, изучать? Русские вообще не знали там. Вот этот близкий, давайте на нем. И люди с детства, изучая как бы башкирский язык по татарским учебникам, они, естественно, начинают говорить на классическом татарском языке, по сути дела. Потому что их с детства этому научили, и как-то даже бытовой язык, он воспринимался как, не совсем правильный. Правильный – это канонический язык. Угу. Мы там тоже получили такой нюанс, и сегодня тоже копии ломают о том, что татар там переделали в башкир и так далее. Но если в этой деревне у людей из ШЖР, они уже не татары, они уже башкиры. Подождите, смотрите, вы говорите о том, что если ты отказываешься учить башкирский язык, живя в Башкортостане, таким образом ты проявляешь неуважение к титульной нации. Нет, я не буду называть так. Хорошо, ладно. Тем самым ты проявляешь неуважение к людям, которые в составе Российской Федерации чувствуют себя народом, у которого есть своя родина, и на этой родине у них есть такие элементы, так скажем, отличия от других территорий, которые дают им четкое понимание. Интересно, я на своей башкирской земле. Причем это не отрицает того, что
А русские рядышком... должны себя, не знаю, простите, нет, ощущать, нет. как будто они не у себя дома, да? Да в том-то и дело, что у себя дома, потому что мы также обустраивали республику, и более того, я сюда не приехал, у меня там предки живут здесь не одно столетие. И, естественно, они все это обустраивали, у меня нет ощущения гостя. Я здесь человек, который родился, это тоже моя земля, это моя родина, но вот у меня предки жили, и получалось так, на одном конце вот они в деревне жили, а другой конец деревни был башкирский. И они общались, они взаимодействовали друг с другом, они находили этот общий язык, они находили вот эти вот элементы взаимодействия, которые потом из поколения в поколение передавались. Мы тут с вами прям разжигаем, конечно, но А тем не что менее. мы разжигаем? Смотрите, сколько башкир, согласно переписи? Ну, где-то треть, да, Вот. населения. То есть получается, что 2/3 населения Башкортостана должны обязательно учить башкирский язык, чтобы треть населения Башкортостана чувствовала, что к ним относятся уважительно. Подождите. Это очень странные критерии Что уважительного значит учить? отношения. У нас Обязательно нет, учить. у нас нет такого, что ты должен знать башкирский на 5. У нас нет такого, что ты обязательно должен говорить по-башкирски. Ну а смысл тогда? Зачем преподавать в школе, если ты не будешь Вы знать знаете, этот язык? я в школе изучал рисование. Я до сих пор очень плохо рисую. Ну, потому что есть код способности, у кого-то Да причем нет есть способностей к рисованию. На самом деле, вот со мной вот несколько раз позанимались, и я почувствовал, я вот в течение занятий нескольких гораздо больше для себя воспринял, чем за все время обучения в школе рисованию. У нас есть... все очень так сильно зависит от предметника, от учителя. Вообще ребенок знает предмет только в двух случаях. Если ему нравится учитель или ему нравится предмет. Других вариантов нет. Но если мы вернемся к башкирскому языку, проблема-то в чем? У нас есть масса предметов, где там одни ученики их любят, другие не любят. То же самое и с башкирским языком. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Очень много зависит от учителя. То есть я сам видел, вот мы с крымской делегацией были в 153-й школе, и там, естественно, они вообще там даже не представляют себе, что можно разговаривать по-башкирски. Они говорят, мы не сможем. Они говорят, вот сейчас вот мы 20 минут посидим, и вы несколько фраз скажете по-башкирски. Они говорят, такого быть не может. Сказали. Это вопрос методики преподавания. Я, конечно, не училась в башкирской школе, но, насколько я понимаю, как это сейчас происходит, что часы ведь не могут быть вот откуда-то из воздуха взяты на башкирский язык. Значит, где-то урежут или сделать 6-дневку вместо 5-дневки, например. Готовы ли мы жертвовать Вот здесь этим? вопрос в другом. Насколько этот момент согласован с федеральным стандартом, с федеральным законодателем. Потому что в Конституции провозглашено, Конституция прямого действия и все прочее, но то, что провозглашено, оно должно полностью, так скажем, дойти до конкретных инструкций, то есть вот вся эта юридическая система, она должна быть синхронизирована. Вот еще раз обращу внимание, в Татарстане они синхронизировали. Я бы сказал, что в Татарстане они даже перегнули палку немножко в другую сторону, поскольку там у них был период, когда часов на татарский язык было больше, чем даже часов на русский язык. Но то, что юридически они это все грамотно сделали, и сегодня они готовы подавать и в Конституционный суд и так далее, и они в данном случае имеют достаточно сильные позиции, и они понимают, с чем они пойдут. Возвращаясь к разворачиванию конфликта и дискуссии вокруг изучения башкирского языка в республике, вы говорите, что... Я вот хочу здесь понять, вы имеете в виду, что триггером явилось выступление Путина, или Нет. вы имеете в виду, что это запустило вообще весь процесс? Я хочу сказать, что триггером были децибелы, которые проявились в социальных сетях. Причем вот этот момент, он у нас проявился уже с начала года. Там несколько было таких вот событий, которые в этих социальных сетях были так бурно обсуждены. Просто вы тогда сами себе противоречите. Вы в начале эфира заявили, что все после выступления Путина Нет, началось. я еще раз. Я вам напомнила, что это все началось гораздо раньше. Запущена, я об этом и сказал, что запущена не очень эффективная система оповещения о межнациональных конфликтах, потому что она основана не на изучении глубинных процессов, мотивов, факторов, а она основана на изучении поверхностных вещей, кто громче крикнет. Давайте тогда называть все своими именами. Кто это сделал, по вашему мнению, и кто Я же бенефициар? сказал, это система, которая под эгидой ФАДН была сделана. Вы это имеете в виду? Да. И вот эта система, она увидела, что есть такое обсуждение, что есть государственные языки в республиках, которые нам не нравятся, что нас заставляют их изучать, надо от этого отказаться и так далее. И вот эти сигналы, они стали в массовом порядке транслироваться, что это есть большая проблема. Соответственно, подключили прокуратуру, соответственно, начали раскручивать эту ситуацию, и уже то, что было в Йошкар-Оле, это уже, как говорится, результат всех этих процессов.
То есть все было логически выстроено и продумано, на ваш взгляд? Ну, так как и должно сказать, было я быть. бы сказал, что не логически выстроено, а просто вот методологическая ошибка в исследовании, в анализе межнациональных процессов, который идет, она вот приводит к тому, что у нас возникает конфликт на ровном месте. А если это все это некий сценарий, то понимают ли люди, Я не думаю, что это запустившие- сценарий. Нет? Я думаю, что это просто ошибка в формировании инструментария для То есть не выявления... ожидали такую реакцию? Не то, что не ожидали. Все понятно. Другое дело, что если ваш инструментарий, он ориентирован на тех, кто громче кричит, а не на то большинство, которое воспринимает ситуацию по-другому, то и все решения будут приниматься в пользу вот этого меньшинства, которое громче кричит, а не в пользу большинства, которое спокойно к этому относится. Мы сейчас должны уйти на московские новости, после чего мы программу продолжим. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Люблинский суд Москвы обязал политика Алексея Навального и фонд борьбы с коррупцией опровергнуть ряд утверждений из фильма «Он вам не Димон». Таким образом, удовлетворен иск о защите чести и достоинства фонда «Соцгоспроект». Он, по некоторым данным, связан с окружением премьер-министра. В фильме ФБК утверждал, что этот фонд участвовал в преступной схеме. Именно ему миллиардер Алишер Усманов якобы передал усадьбу на Рублевке за 5 миллионов рублей. Военные опровергают сообщение о залпе по толпе журналистов в ходе масштабных учений «Запад-2017». В заявлении пресс-службы Западного военного округа говорится, что 18 сентября никаких происшествий с армейской авиацией не было. И это могут подтвердить сотни представителей различных российских и зарубежных СМИ. При этом военные утверждают, что на выложенных в соцсетях видеокадрах зафиксирован случай, произошедший, цитирую, в другой период времени. Какой не уточняется тогда, системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, получил повреждения один грузовик. Люди не пострадали. Ранее интернет-издание 66.ru утверждало, что среди пострадавших от обстрела двое журналистов, причем произошло это 16 сентября. В Москве торжественно открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Монумент стоит в сквере на пересечении Долгоруковской и Садовой Каретной улиц. Конструкторы оружия – одни из самых значимых для страны людей, считает автор скульптуры Салават Щербаков. Нашей страны бы сейчас не было, если бы не было Курчатова, создавшего атомную бомбу, академика Сахарова, создавшего водородную бомбу, Кошкина, создавшего танк Т-34. Павел Тимофеевич отдал всю свою жизнь этому делу. Именно автомат Калашникова останется в истории как символ надежности, отметил на церемонии глава Ростех Сергей Чемезов. Ну а министр культуры Владимир Мединский назвал автомат культурным брендом России. В Хабаровском крае суд впервые отобрал ранее выданный дальневосточный гектар. Он признал незаконным решение, согласно которому одна из местных жительниц получила право на участок в главном сквере поселка. Другие люди пожаловались на то, что на этом месте теперь появится цветочный магазин. Дальневосточные издания неоднократно сообщали, что среди участков, попавших под распределение, были и те, на которых уже находится чья-то собственность. Михаил Саакашвили в ближайшее время будет жить в Черкасской области Украины. Именно оттуда он будет ездить по всей стране. Сегодня бывший губернатор Одесской области приехал в Киев, чтобы передать требования о предоставлении ему всех документов, на основании которых он был лишен украинского гражданства. На Украине в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о незаконном пересечении границы. Официальный курс доллара на завтра уже известен. 58 рублей 10 копеек, евро 69 рублей 68 копеек. В Москве сейчас плюс 13 градусов. Ночью обещают 8-10, завтра днем плюс 16-18, без осадков. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы». Реклама. Все, чем живет и дышит башкирская благосфера. Каждый четверг в 14:35 на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Павел Степанов и Анна Яни расскажут вам главные новости социальных сетей. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух.
По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Сегодня персонально ваш политолог Владимир Савичев. Мы тут спорили по поводу изучения башкирского языка, тема, о которой спорим фактически все лето. Но вот все-таки давайте определимся. Мне тут интересен вот этот процесс разворачивания конфликта. То есть это некое исследование, которое проводилось для того, чтобы понять, в общем-то... Это мониторинг идет, постоянный мониторинг социальных сетей. Хорошо. Но потом была проверка прокуратуры, потом было представление на адрес Рустема Хамитова, потом было высказывание Путина, и вот дальше последовали другие события. Во-первых, указ Хамитова о том, что нужно выделять гранты на сохранение и развитие государственных родных языков, и предложение создать фонд по сохранению башкирского языка. А вам понятен, в общем-то, что это за фонд, например, будет, и как этот указ будет реализовываться? Гранты, видимо, будут какие-то средства направляться на то, чтобы финансировать исследования или еще что-то. А фонд? Пока мне сложно сказать. Это надо задавать вопрос тем, кто это все делает. Я не участвую в этом процессе. А вот ощущение у вас, когда вы вообще услышали об этой новости, это реально какая-то вот мера, которая... как вот подумали, взвесили, все поняли, что нужно вот сохранять и развивать башкирский язык. Давайте сделаем вот это и вот это. Или это просто такой информационный шум вокруг самая этого эффективная создать и мера успокоить? Это надо успокоить крайности. Потому что сейчас вошли в клинч две крайние позиции. Одна крайняя позиция – это то, что не надо нам никакого башкирского языка, и другая крайняя позиция, что ах так, мы тогда очень сильно по этому поводу будем обижаться, и вот мы будем доказывать, что... И выйдем на митинг. И выйдем на митинг в том числе, да, потому что там завело, закрутило и так далее. Тут основная проблема заключается в том, что на ровном месте создали столкновение двух крайностей. При том, что большинство людей на все это смотрят и говорят, вам что, делать нечего? Вот вы на ровном месте создали конфликт. Зачем вы это создали? Мы уже привыкли, мы уже адаптировались. У нас уже не было, у абсолютного большинства, у 73%, не было вопросов к этому. Есть и есть, ладно, мы так согласились, мы так дальше живем, всех это устраивает, все нормально. Вы знаете, это похоже на то, что, например, ты живешь в стране, где есть царь, а потом тебе говорят, а еще существует система, при которой можно выбирать главу государства. И ты такой, мы не хотим царя, мы хотим выбирать. Если у нас демократия, то, наверное, надо делать то, чего хочет большинство. Вот демократия – это все-таки то, за что большинство. Вы так интересно трактуете. Демократия – это еще и о том, что ты в данном случае в школе, если у тебя есть по закону возможность выбирать, то давай выбирай, а не просто обманывай людей о том, что, в общем-то, не вводи их в заблуждение. Подождите. А в чем был обман-то? Заблуждение не вводи. Хорошо. В чем было заблуждение? В том, что у тебя нет возможности выбирать башкирский язык. Я просто помню даже разговоры с теми, кто давно живет в Уфе, или с коренными уфимцами, которые работают у нас в редакции, когда они очень удивились, узнав, что, оказывается, у их родителей была возможность написать заявление, чтобы они могли не изучать башкирский язык в школах. Я коренной уфимец, там, в нескольких поколениях, и меня это, например, абсолютно не напрягает, и более того, я понимаю, что, допустим, для моего ребенка это... если... А я не хочу, чтобы он уезжал из республики никуда, потому что, еще раз говорю, у меня предки тут несколько столетий живут. И я понимаю, что когда ты приезжаешь куда-то в глубинку, где разговаривают на башкирском, татарском языке, то хотя бы понимать, о чем идет разговор, это важно, нужно. Про митинг хочу еще поговорить с вами. По разным данным вышло, наверное, средняя цифра – это 2000 человек, потому что организаторы говорят, что там 3500, кто-то говорит, что 1500. Я по своим наблюдениям могу сказать, что это не меньше, чем на митингах сторонников Навального, а значит, это где-то 2000, потому что
митинг, организованный башкортом, не подсчитывался с помощью счетчиков, с помощью ручного подсчета, а вот митинг сторонников Навального подсчитывался оба раза. Ну, давайте возьмем, не знаю, вы можете соглашаться, можете не соглашаться с этой цифрой, по крайней мере, это было достаточно, массово. У нас в эфире по телефону был политолог Аббас Галямов, который сказал, что вот, по его мнению, Уфа уже постепенно привыкает к таким массовым протестным движениям, и протестовать против, например, власти становится уже такой привычкой, ничего в этом удивительного нет. Вы какую-то тенденцию в этом видите в митингах в Уфе? Пока тенденции нет, потому что пока есть вот эти разовые ошибки, но если они будут с такой периодичностью случаться, то, конечно, тенденция появится. Дело в том, что все равно это меньшинство. То есть 2000 – это еще не то движение, которое действительно можно назвать там, захватившим общество и так далее. Тут проблема с этой ситуацией заключается в том, что на ровном месте дали вот этим крайностям аргументы для того, чтобы они начали раскачивать общество. 2000 вышли на площадь. А сколько людей узнали о том, что эти 2000 вышли на площадь? Сколько прочитали средства массовой информации? Сколько зашли в группу «Башкорт» и прочитали их посты? И те, кто категорически не хочет учить башкирский язык, и те, кто сейчас очень сильно обиделся на эту ситуацию, это меньшинство. И с той, и с другой стороны. Но сегодня им дали возможность раскачивать ситуацию. Ну, так часто бывает. Большинству, к сожалению, в нашей стране вообще фиолетово. На многие проблемы. На многое происходящее в стране все равно. Вот это большинство, оно в это время работает, оно не митингует. Ну, послушайте. И когда у нас большинство работает, вот это как раз самое замечательное, что может быть. Потому что страну То есть вы считаете, что люди, которые выходят на митинги, они не работают? Они безработные у нас Страну все. создают созидатели. Те, кто что-то строит, те, кто что-то делает, вот это люди, которые действительно заботятся о своей стране. Есть, а те, кто просто говорят об этом. Хорошо, то есть если ты созидатель, если ты строитель прекрасного будущего в своей стране, ты свои права законным методом, выходя на улицу, отстаивать не можешь. Так получается. То ты с маргиналом сразу становишься, правильно? Ну, я вот на этих выходных был в лютеранской кирхе. Это вот тоже, кстати, вопрос к вопросу о том, что... У них там праздник был большой, да? Ну, этот год это 500-летие реформации, соответственно, вот именно в лютеранской кирхе все это происходило. Вот там представители разных протестантских конфессий были, и мусульмане, и православные, и католики, и так далее. Но вот чем отличается именно вот эта община? Тем, что она тихо, без надрыва, без всяких там митингов, она делает свое дело. Там объединены люди, которые получают удовольствие от того, что они сделали дело. И они из такой помойки, вот в прямом смысле этого слова, сделали такой красивый уголок Уфы. Он красивый и в архитектурном плане, и в духовном, и в культурном, и там даже... Ну, может, это до момента, пока их притеснять тут не начали, если наступят на их вот интересы... вопрос насчет притеснения, не притеснения. У них там тоже были... Там Слушайте, а православные выходят на большие митинги в Москве, например, против фильма «Матильда». Они тоже все бездельники и маргиналы? Кто выходит против фильма «Матильда», я вот не вижу основания. А что выходить-то? Они считают, что оскорбляют святого. У нас много точек зрения, поэтому оскорбляют чем? Вот. Давайте просто тему, в которую мы сейчас можем углубиться в «Матильду». Мне хочется все-таки понять по поводу митингов. У вас «Матильду», кстати, позиция. еще никто не видел. Да, никто не видел, но все обсуждают. Да. Это так. И в Уфе, кстати, не факт, что покажут. Все как-то пока я, кстати, боятся. не обсуждаю, не пойду. Не пойдете? Нет. Не потому, что там что-то с Николаем. Мне сам сюжет не интересен. Мне Николай не интересен. И все, что с ним связано. И Матильда тоже. И Матильда тоже, да, соответственно. Вы сказали такую вещь, которую я хочу понять. То есть вы имеете в виду, что люди, которые выходят на митинги, это реально бездельники? Это люди, которые не умеют решать свои проблемы конструктивным путем. Ну, а если ты бьешься головой об стену и проблема не решается? Пример с лютеранской общины. У них тоже там были предписания насчет того, что вот вы занимаетесь там проповедованием. Это нельзя. У нас есть законодательство, что только традиционные религии это могут делать, и они очень спокойно, последовательно убедили, что вся их деятельность, она исключительно в соответствии с законом, хотя тоже и в прокуратуру вызывали, там и Следственный комитет подключался, и прочие спецслужбы подключались и так далее. Они в спокойном режиме все обосновали, все доказали, и им сказали, да,
Все, мы поняли, вы правы. Иногда у тебя просто не остается инструментов для того, чтобы решить проблемы и привлечь внимание к ней. Ты пишешь обращение, или ты не умеешь этими пишешь инструментами открытые пользоваться. письма. Вы серьезно считаете, что в России можно с помощью каких-то бюрократических инструментов решить проблему? Вот есть Конечно. обманутые дольщики, например. Конечно, Сколько лет они уже не могут решить проблему? Ну, первое. Знаете, у меня тоже была ситуация, когда покупалась квартира. Вот. И я много где был, и все это изучал, очень внимательно к этому относился. Были очень заманчивые предложения, что вот это, там, квадратный метр гораздо ниже и так далее. И все-таки остановились на том варианте, который был 100%. То есть не пошли по пути того, что ой, как там хорошо, как там заманчиво, давай-ка мы на это поведемся. Поэтому обманутые дольщики, прежде всего, они должны себе задать вопрос. А мы были вообще действительно правы, когда повелись вот на все это дело? Мы действительно все риски взвесили, которые здесь есть? Или мы были не совсем правы? То есть, когда человек начинает винить всех окружающих, это детство, это человек так и не повзрослел. Все, что происходит с человеком, это происходит прежде всего из-за него самого. Я напомню нашим радиослушателям, что политолог Владимир Савичев сегодня персонально ваш. Вы можете присылать вопросы на номер +7 927 304 1051. Я все-таки к митингу хочу вернуться, потому что здесь есть несколько интересных аспектов, в том числе и политических. Ну, например, на митинге выступал лидер регионального отделения коммунистов Юнир Кутлугужин. И, в общем, сказал, что считает неправильной позицию главы республики по вопросу изучения языков и так далее. Про Башнефть вспомнил. А вчера, когда задержали руководство Башкорта, выяснилось, что Юнир Кутлугужин поехал в полицию, а потом и в суд. Вам понятно, как политологу, почему вдруг КПРФ оказалась с ними на одной площадке? В прошлый раз, когда был у вас в эфире, я об этом тоже говорил, что сегодня КПРФ начинает, так скажем, очень явно демонстрировать определенные этнические пристрастия. В Башкортостане? Да, да. И в результате часть, так скажем, актива начинает уже перемещаться в другие политические партии. Но для Компартии отходить от интернационалистических позиций, это, ну, по сути, подрывать свою основу. Национал-социализм. Ну, это не национал-социализм. Это уже не идеология, так скажем, левой партии. А почему эти процессы происходят у КПРФ сейчас? А у КПРФ вообще большой кризис и идеологический, и кадровый, идеи? И так далее. Я бы сказал так. Старая идея, на которой они ехали, она все закончилась. Она выдохлась. Угу. Вот посмотрите итоги этих выборов. Патриоты России получают 3 мандата, а КПРФ получает 2. Но это мы берем при условии, что все честно было подсчитано, конечно. А вот опять же, почему-то журналистов вот прошедшие выборы никак не заинтересовали. Какие именно? Муниципальные? Которые 10 сентября были, да. Нет, почему заинтересовали? Я была, например, на пресс-конференции «Справедливой России», которая рассказывала об их успехе на выборах. Ну вот. Они мне сказали, что... об этом нигде У них, кстати, такая же позиция, как у вас по поводу митинга, у нового руководства «Справедливой России». Они говорят, вообще какой смысл на митинги выходить? Вот здорово. «Справедливая Россия», которая говорит, не видим смысла на митинги выходить. Какой вообще смысл? Правильно? Ну, это их хорошая линия, позиция для политической партии? Для политической партии хорошая позиция, когда они... Ведь для чего политическая партия нужна? Для того, чтобы прийти к власти, для того, чтобы быть связующим звеном между обществом и властью. И когда политическая партия завоевывает мандаты, вот это как раз путь в правильном направлении. То есть, хочешь проводить свою политику, создавай большинство. В советах, там, в Госдуме, в Госсобрании. Создавай большинство и проводи свою политику. Вот возвращаясь к КПРФ, вы говорите о том, что сейчас у них какая-то трансформация, да, идет. Это перед выборами в Курултай? Нет, это, скорее всего, результат прошедших выборов 2016 года. То есть там начинаются свои кадровые подвижки. И, на мой взгляд, вот эти кадровые подвижки, они приведут к тому, что КПРФ очень сильно потеряет. Потому что уже выборы 2016 года показали, что КПРФ лишь формально осталась на втором месте. На самом деле глубина вот этого идеологического кризиса и кадрового кризиса, она гораздо масштабнее. Вот, опять же, если мы возьмем «Справедливую Россию», она на этих выборах выдвинула 111 кандидатов, а КПРФ только 30.
А ЛДПР там 239. Ну, ЛДПР, хотя может, и их не выдвинули... очень интересовали те районы, где проходили Ну, что выборы. значит не интересовали? А для чего партии вообще существуют, если они не участвуют в выборах? Что значит не интересовали? Проблема в другом. У них на местах нет ярких лидеров, у них на местах нет актива, который бы действительно хотел поучаствовать в таких выборах. А партия должна себе ставить цель быть представленной по максимуму во всех районах? Конечно. Если партия хочет действительно проводить свою политику, она должна быть представлена везде. А как вы будете проводить политику, если там нет ваших представителей? Только здесь на уровне Уфы? Иметь достаточное представительство в Курултае, например. Можно. И все? Ну, по сути, Курултай принимает законы, по которым вся республика будет жить. Ну, так а есть у нас еще муниципальный уровень, у которого есть свои полномочия, у которых есть своя ответственность и так далее. Если вы там не представлены, то... А люди-то, между прочим, власть больше оценивают через отношение к муниципальной власти. А как вы считаете, если на выборы в Курултай в следующем году, выборы уже в следующем году, будет выдвигаться кандидат, мы сегодня утром нашим радиослушателям даже такой вопрос задавали, кандидат с национальной башкирской повесткой, у него высокие шансы? Нет. Нет? Дело в том, что это даже не наше исследование, это исследование зарубежных политологов 90-х годов, там Гревенхольд, Генри Хейл и так далее, которые изучали республику, и они отметили, что даже на максимуме, вот первый половина 90-х годов, это, так скажем, максимальное раскручивание башкирской национальной идеи, даже в этих условиях эти лидеры не побеждали на выборах. Вот на выборах сначала Верховный Совет, потом Госсобрание Курултая, и тем более на уровне Госдумы. Ну вот я хочу завершить сейчас тему уже с башкирским языком, с митингами, с национальной повесткой, вернуться к тому, с чего мы, собственно, эфир и начали, это с сегодняшнего высказывания Ирика Елалова. Не кажется ли вам, что он... Ну, не то чтобы хочет попиариться политически на этой теме, но он такие обороты речи использует. Мы не дадим в обиду учителей башкирского языка. Ну, с одной стороны, надо успокоить людей, а с другой стороны, надо здесь шире сказать, что вообще учителей не надо в обиду давать. А то, опять же, вот, хорошая школа, замечательный был преподаватель по технологиям, возник небольшой конфликт, он сказал, ну, раз так, я увольняюсь. Кто их обижает тогда? Ирик Елалов должен же подразумевать некоего обидчика, от которого администрация будет защищать учителей. Заключается в том, что если уменьшается количество часов, то, соответственно, сокращается количество ставок. И... Нет, обидчик в чьем лице? Кто это? Обидчик Федеральная в лице власть, региональная власть? Этой ситуации, когда у вас сокращается количество часов. Ну, кто-то Первое. же в этой ситуации... Второе. Вообще не надо обижать учителей, потому что на самом деле... Да это все понятно. Это люди, которые отдают очень много, но они не получают столько. Вы на мой вопрос не отвечаете. Кто зачинщик этой ситуации? По чьей вине все это происходит? Вот в чем дело. Ирик Елалов же подразумевает какого-то обидчика. С самого начала эту ситуацию всю объясняли, разъясняли. Нет, с чего все пошло? Прокуратура. Это уже следствие. Вот, региональная власть, которая проводит федеральную политику. Неправильно интерпретированных сигналов, которые сняли с общества. То есть сняли с общества сигналы, которые подает очень громкое, крикливое меньшинство. И вот в этом ошибка. От них будем защищать? Да не от них защищать. Они просто, так скажем, сформировали ситуацию, когда принято не совсем верное решение. Но не принято в интересах большинства. Оно принято в интересах меньшинств, которые очень радикально настроены к этому вопросу, и с той, и с другой стороны, и которым сегодня дали повод для того, чтобы они начали раскачивать общество. То есть в преддверии президентских выборов, когда, в общем, главная задача, которую ставит Кремль, это консолидировать большинство, это работа в обратном направлении. Это не в сторону консолидации большинства, на самом деле, решение, а в сторону того, что меньшинство начинает это большинство раскачивать. Я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Политолог Владимир Савичев сегодня персонально ваш. Вот про бывших сотрудников администрации теперь хочу поговорить. В суде начался процесс по иску к Александру Филиппову, бывшему вице-мэру. Это дело не связано с его профессиональной деятельностью, это связано с тем, что он якобы не уплатил подоходный налог после продажи своей фирмы. Произошло это лет 7 назад.
Так вот, Александр Филиппов после одного из первых заседаний заявил журналистам, и я там присутствовала, что, в общем, все считает, по сути, сфабрикованным против себя, что так как обвинили его, могут обвинить любого человека, и что, он как бы намекал на то, что есть заказчик у всего этого. Но когда мы просили его озвучить имя этого заказчика, обозначить, что это за сила, он отказался. А вот вы верите в то, что это действительно может быть такое некое сфабрикованное дело намеренно против тогда еще действующего вице-мэра? Давайте все-таки разделим. Я у вас выступаю как политолог, то есть как человек, который занимается наукой, а в науке как-то не принято говорить «верю, не верю». Это немножко в других сферах. Поэтому здесь надо знать ситуацию, здесь надо это все внимательно изучать. Честно говоря, для меня эта ситуация, она не является какой-то такой фундаментальной для понимания политического процесса. Нет, смотрите, но у нас есть какие-то факты, какие-то данные. Дело 7-летней давности. Возбуждали его уже несколько раз, прекращали, и вдруг вот снова возбуждают дело, и все это совпадает с его увольнением. В практике политический процесс можно говорить так, что когда у кого-то появляется мотив использовать, так скажем, события давно минувших лет, это означает, что человек, против которого это делают, он где-то повел себя настолько неаккуратно, настолько такое большое количество врагов себе создал, что вот сейчас он пожинает плоды такой своей неаккуратности в этих вопросах. Это бывает, когда люди только заходят во власть, и бывает головокружение от власти, от того, что «ой, я все могу». Да, он же не только зашел во власть, он же все-таки несколько лет проработал в администрации, не 2 же дня. Понимаете, это же все накапливается. А нельзя сказать, что этот человек там 20 лет во власти. Нет, он относительно недавно зашел во власть, и если вы посмотрите, у нас таких прецедентов в последнее время достаточно много, когда люди, пробыв небольшой срок во власти, так скажем, против себя настраивают достаточно большое количество людей, и потом они удивляются, а с чего это вдруг я получаю такие проблемы? То есть, а если человек хочет работать честно и быть при этом во власти, но его решения не очень устраивают его коллег, значит, его карьера достаточно рано закончится? А дело в том, что во власти всегда надо создавать большинство. То есть, если ты заходишь во власть, и у тебя есть своя политическая концепция или даже личностная концепция, то начинать надо с того, что ты создаешь большинство свое, которое также убеждено в том, что да, вот эта идея правильная, вот эта цель правильная, и только в этом случае, да, ты чего-то можешь достигнуть. А если это по принципу «нас мало, но мы в тельняшках», мы сейчас всех шашками порубаем, опять же, у нас достаточно много прецедентов, когда такие махатели шашек, они... Нас очень... мало, но мы создаем много шума. Еще вот так может быть. Это и так может Прям быть. еще пару вопросов хочу с вами успеть до конца программы. Во-первых, это решение суда о том, что решение, прошу прощения за тавтологию, Курултая не рассматривать вопрос о проведении референдума было признано незаконным. А удивило ли вас это решение суда? И какие действия, как вам кажется, как политологу, депутаты сейчас предпримут, если, по сути, их обязывают заново рассмотреть этот вопрос? Значит, заново рассмотрят. Какое решение примут на этот раз? Сложно сказать, насколько это важно, не важно. На самом деле, даже события, так скажем, в других странах показывают, что в Голландии прошел референдум, признавать, не признавать. В Британии тоже прошел референдум, но это воспринимается ничего, как... мир не развалился. Да, как некий сигнал, что общество сейчас было настроено так. Дело в том, что сегодня общество может быть настроено так, завтра оно может быть настроено по-другому, и поэтому ни в одном референдуме нет какой-то фундаментальной опасности. Опасность заключается в том, когда само общество, так скажем, уперлось в своем понимании какого-то процесса, и оно готово отстаивать эту свою позицию, даже идя на баррикады, даже идя на какие-то силовые действия. Вот в чем опасность. А то, что люди высказывают свое мнение... А почему тогда нормально. Курултай так нервно относится к этому вопросу? Почему бы не разрешить? Это, наверное, к депутатам Курултая надо. У вас такие ощущения. Вы же наверняка анализировали, у нас что там за люди в Курултае. Есть определенная традиция, что не хватает элемента дискуссии. Опять же, с людьми общаешься на местах. Сегодня все просят, чтобы давайте поменьше давления, давайте поменьше принудиловки. Объясните нам, зачем. Да мы готовы это сделать. Вы только объясните нам правильно.
Зачем это надо? И вполне возможно, что да, ваши аргументы... То есть депутатам надо было объяснить? Конечно, конечно. Так не допустили руководители инициативной группы объяснить им? Просто не Ну допустили. и депутатам надо объяснять очень активно свою позицию. Так депутаты не допустили на заседании ее. Ну вот это вот к вопросу о... Не очень хотели, наверное, чтобы нам тех, объясняли. так скажем, традициях, которые, наверное, сегодня уже мешают развитию политического процесса. То есть чем больше диалога, тем меньше конфликта. Люди, которые разговаривают, они не воюют. И поэтому здесь как-то пугаться какого-то диалога не надо. Надо быть готовым к нему, надо убеждать, если ваша позиция, она абсолютно правильная, справедливая, законная, аргументированная. В чем проблема? Наверное, мы больше не успеем никакие темы в этой программе. Спасибо большое. Политолог Владимир Савичев был сегодня персонально ваш. И спасибо тем, кто писал свое мнение, реакцию на этот эфир по СМС-сообщениям. Я все видела. Спасибо. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. Конопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Ну что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич Венедиктов?